Главный санитарный врач Тувы Людмила Сальчак на аппаратном совещании сообщила о том, что Тува по ежесуточному темпу прироста среди регионов находится на 5-м месте. По рекомендации Управления Роспотребнадзора региона правительство Тувы разрешило работать общепиту в дневное время с заполняемостью зала не более 25%. Кроме этого, на аппаратном совещании было отмечено, что с соблюдением мер безопасности разрешено работать библиотекам, музеям, паркам, базам отдыха с заполняемостью до 30%. Считаем возможным возобновление работы библиотек, музеев, парков, скверов, посещение озер, прибрежных зон, работа домов и баз отдыха с ограничением наполняемости не более 30% от места размещения без проведения любых массовых мероприятий. Также считаем возможным работу предприятий общественного питания в дневное время с ограничением наполняемости не более 25% от посадочных мест без проведения любых массовых мероприятий. Руководитель Республиканского Роспотребнадзора отметила, что дальнейшие возможные послабления зависят от темпов вакцинации населения. Только при условии 100% вакцинации всех сотрудников предприятия общепита могут начать свою работу с 50% наполняемостью. Предприятия общественного питания в полную мощность смогут работать после проведения 100% вакцинации работников. И поэтому как они будут функционировать, все зависит от них. Министерством экономики Республики Тува в ежедневном режиме анализируется охват вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции объектов общественного питания. И по завершению анализа могут, возможно, увеличение наполняемости до 50%. Индивидуальные предприниматели предоставляют списки тех сотрудников, которые прошли вакцинацию. Эти списки у нас предоставляются Управлению Роспотребнадзора, однако предприниматели до сих пор не могут гарантировать 100% вакцинацию своих сотрудников. Вчера был подписан указ о внесении изменений в указ временно исполняющего обязанности главы по мерам по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня разрешается посещение парков, музеев, прибрежных зон, домов отдыха на озерах. У нас открывается наш этнокультурный комплекс Алдын-Булак для посещения туристами, наш комплекс Центра Азии. Как отмечают представители Роспотребнадзора, не стоит забывать, что в республике сохраняется режим повышенной готовности, где по-прежнему под запретом находятся массовые мероприятия, а также семейные праздники в банкетных залах. Для стабилизации эпидситуации, для снижения заболеваемости против новой коронавирусной инфекции необходимо усилить контроль всеми уполномоченными структурами, то есть за соблюдением обязательного масочного режима, за соблюдением социального дистанцирования. Сегодня в стационарах Кызыл от коронавируса получают лечение свыше 600 пациентов. В тяжелом состоянии находится 153 человека. На ИВЛ у нас находится 22 человека, из них на инвазивном 3, на неинвазивном 19. В стационарах медицинских организациях проходит лечение с пневмониями 495 человек, в том числе 65 лет и старше 105 человек. Коечный свободный фонд на сегодня у нас составляет 40,6%. В Туве полный курс вакцинации получили более 76 тысяч человек. Сегодня, 24 августа, в Туве зарегистрировано 90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За этот же период выздоровело 280 пациентов. Как отмечают в Роспотребнадзоре региона и в Минздраве, вакцинация – наиболее эффективный метод защиты от коронавируса и тяжелых ее последствий. Также напомним, что с 1 января комиссии установлено, что коронавирус унес жизнь 124 человек. Айрас Владимир Сюртюк, Миран Иргит, Тува 24.